Экстра бау, меня зовут Ликей, вы смотрите канал Д5 и шоу по факту. В скором времени нас ожидают новые Звездные войны с чернокожим штурмовиком. А пока мы смотрим 10 фактов об этой крутой серии фильмов. Лего! По факту. Звездные войны могли бы называться иначе. Дело в том, что киностудия 20 век Fox была недовольна названием, считая, что оно несет негатив. Во время работы над фильмом среди съемочной группы и актеров был объявлен конкурс на лучший вариант названия картины. Но никто не смог придумать ничего интересного, и потому решили оставить Звездные войны. Звук светового меча — это гул старого лампового телевизора, совмещенного с гулом обычного кинопроектора. Легендарные бегущие строки в начале картин были созданы вручную, операторам пришлось буквально ползать с камерой по надписям. Дарт Вейдер был первым героем, которого придумал Джордж Лукас для Звездных войн. Вейдер с голландского языка переводится как «отец». Дарт обозначает «темный лорд ситхов». Слово «джедай» происходит от японского «дзидай геки», что в переводе означает «историческая драма». Так в Японии назывались телесериалы о временах самурайских воинов. Лукас на первой пресс-конференции по Star Wars сказал: «Господа, я прекрасно осведомлен о том, что в вакууме не слышно взрывов и выстрелов, а теперь задавайте свои вопросы». На создание образа Чубаки из Звездных войн Джорджа Лукаса вдохновил внешний вид его пса по имени Индиана, а само имя Чубака было придумано на основе русского слова «собака». Кстати, имя пса еще использовалось как имя Индианы Джонса. Чтобы скрыть шокирующую концовку в 5-м эпизоде, Лукас сказал актеру, который ходил в костюме Дарта Вейдера, Дэвиду Проузу, чтобы он говорил: «Оби-Ван Кеноби убил твоего отца». А только на стадии финализации фильма это место было продублировано актером, который говорил за Вейдера, и изменено на «Я твой отец». Внутри R2-D2 находился Кенни Бейкер, рост которого 112 сантиметров. Чтобы посмотреть все 6 фильмов, потребуется более 13 часов. Пора устроить марафон, а? На ютубе появилось новое шоу «Подстава». В нем ведущий проверяет популярные зарубежные пранки на подлинность, создавая точно такую же ситуацию, но только в российских реалиях. Пройди по ссылке и узнай, какие пранки фейк. Такие дела, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео и своим друзьям про меня расскажите. Бау-бау-бау-бау-бау-бау! Я буду рад как ребенок, которому подарили игрушку светового меча, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь топ-5 игр всех времен и плюсы-минусы путешествий во времени.